Мой опыт работы в гимназии привел к созданию программы психолого-педагогического сопровождения работы с одаренными детьми, цель которой заключается в содействии, выявлении, поддержке и развитии талантливых детей, а также сохранении психологического и физического здоровья. Мною проведен тренинг по теме «Экспресс-регуляция эмоционального напряжения при функциональном истощении организма». Игры на знакомство на тренинге или же ледоколы – обязательный этап тренинга. Цель проведенной игры, имя по-японски, была достигнута. Установлен контакт между всеми участниками тренинга для повышения уровня доверия. Введение в тему было организовано при помощи игровой терапии, упражнения «Дискомфорт». Оно помогло наглядно отобразить состояние, которое человек испытывает во время стресса и тревоги, так как у некоторых людей страх за свое будущее буквально парализует их действия в настоящем. Юля, скажи, пожалуйста, какие ты испытываешь ощущения? Что ты чувствуешь? Я чувствую неуверенность, скованность и страх, что упаду. Упражнение на выработку социальных навыков «Горячий микрофон» показало, что концентрация сил в процессе достижения поставленных целей – важнейшее условие успеха. Андрей, скажи, пожалуйста, как ты часто думаешь о будущем? Я думаю о своем будущем как минимум один раз в неделю. Каждый вечер в воскресенье я подвожу итоги прошлой недели и думаю о своем будущем. Проведено упражнение на поведенческие навыки «Мое будущее». Участники успешно справились с заданием, записали ответы на вопросы и обсудили, каким они видят свое будущее. Они узнали, что по статистике люди успеха более 70% времени думают о будущем. Неудачники почти 90% времени тратят на воспоминания о прошлом. Анализ показывает, чем дальше человек может заглянуть в свое будущее, тем оно успешнее. С целью избавиться от негативного, ненужного, мешающего и неприятного проведено упражнение «Стряхни». Участники научились стабилизировать эмоциональное напряжение при нервно-психических нагрузках. Релаксация является методом борьбы со стрессом. Мы использовали для нее VR-очки. Это прибор, способный стимулировать разнообразные аудиовизуальные трехмерные пространства. Учащиеся смогли погрузиться в другие реальности, отстранившись от окружающего мира. Ими визуализировались трехмерные картины расслабления на природе. Они получили практику в создании нового образа себя. Участники тренинга достигли цели, научились практически преодолевать и снимать волнение, освоили способы управления эмоциональным состоянием и улучшения настроения.